Ну, мы видим работу Евгения Гафарова, который поставил такую очень довольно амбициозную задачу создать установку, которая будет выращивать растения в космическом пространстве. Его четкая цель, он говорит, надо сэкономить отправку излишнего ресурсов для полета, например, в космос можно далеко лететь. Его задача была сделать прототип. И он сейчас объясняет, что для этого использует. Он использует губку, говорит, что губка не почва, она не развалится. И, соответственно, на этой губке можно выращивать. Потом есть специальная сетка, она держит растения. К тому же мы знаем, что в невесомости можно оказаться в самых различных состояниях. Ну, он показывает, как бак, насос работает, как влага поступает. Он моделирует определенную схему, которую он сам придумал. И, соответственно, знает, как управлять микроклиматом, как управлять содержанием углекислого газа. Ну и как бы он знает эти условия произрастания растений, что в принципе довольно неплохо. Но я бы что посоветовал, да? Это такая очень прагматичная и конкретная работа, где бы, по сути, он мог показать схему, которая используется сейчас, в данный момент, потому что они, ну, известно, что они есть. Поэтому они не могли. Поэтому я могу характеризовать, что ему бы надо показать было известные маршруты, которые уже, ну, вот, схемы, которые уже люди делали. И поэтому я думаю, что основа основ это было бы, конечно, делать сравнительный анализ своей схемы с теми схемами, которые уже известны и они имеются. Почему его схема должна быть получше, чем все оставшиеся? Это нужно доказать. Все равно нужно делать, ну, как бы, для чего делать то, что вот так как предлагает Евгений, он должен доказать, что я сделал лучше. Почему лучше? Надо показать по сравнению с тем, что уже было сделано до этого. То есть, если мы увидим, что правда реально та схема не такая совершенная, а у Евгения лучше схема, тогда больше доверия появится к этой схеме. Ну, конечно, сложно моделировать ситуацию, потому что эта установка в космосе она не летала, и в реальных боевых условиях она не появлялась. Поэтому мы можем сказать, что, конечно, здесь еще много работать. Но в целом мальчик очень хорошо рассказывает, увлеченно, главное, свободно. Мне понравилось то, что он как бы не по бумажке, очень многие такие работы просто читает, показывает на схемах, и самое главное, что он сделал прототип своими руками. У него видно сразу, что умеет клеить, умеет строгать, пилить и так далее. У него есть насос, технические навыки. Она не совсем биологическая, ботаническая, потому что просто объекты могут расти любые. Вот он сделал техническое устройство, которое фактически у него работает с баллоном, он знает содержание СО2, у него есть датчики, которые поставлены, он отработал на уровне индикаторов, которые существуют, он знает самое главное условие. Ну, работа неплохая, такая учебно-исследовательская. Если она бы была в неком сравнении с теми, что было, то, конечно, было бы неплохо и очень хорошо.